Здравствуйте все, уважаемые коллеги. По просьбе коллег через соцсети, которые к нам обращались, сегодня мы будем говорить про помощь, которую получила Кыргызская республика на окружающую среду. Согласно данным Министерства финансов, на окружающую среду было всего 4 проекта. Общая сумма этих проектов составляет около 34,5 миллионов долларов США. Из них 6 миллионов 600 тысяч в виде кредитов, и остальные 27 миллионов 910 тысяч – это в виде гранта. И поскольку их очень мало, давайте их перечислю. В 1999 году Кыргызстан получил от МАР, Международной ассоциации развития, это Всемирный банк, входит в группу Всемирного банка, проект на центральноазиатский трансграничный проект по сохранению биоразнообразия. Ответственным исполнителем было Министерство охраны окружающей среды. В 2004-2005 МЧС получил два проекта на предупреждение стихийных бедствий. В 2016 году от МАР Кыргызстан получил проект по интегрированному управлению лесными экосистемами. Здесь общая сумма проекта была на сумму 16 миллионов 110 тысяч долларов США. Из них почти 9,5 миллионов долларов в виде грантов. Ответственный исполнитель был ГАО СЛХ. Уважаемые коллеги, пользуясь случаем, я хотела бы рассказать одну историю. Несколько лет назад я написала письмо в Министерство финансов Кыргызстана с просьбой дать информацию по странам. Например, сколько ежегодно предоставляет правительство Германии помощь для Кыргызстана. И тогда мне пришел ответ, что за последние несколько лет ежегодно помощь Германии Кыргызстану составила там около 10 миллионов долларов США. И тогда через некоторое время приезжают высокопоставленные чиновники из Германии, из правительства Германии. Я тогда у этого чиновника спрашиваю: скажите, пожалуйста, сколько правительство Германии предоставляет помощи ежегодно для Кыргызстана? Тогда он мне отвечает, что ежегодно через парламент ратифицируется помощь для Кыргызстана в сумме за последние несколько лет в сумме 40 миллионов, по 40 миллионов долларов евро. То есть миллионов евро. И тогда я спрашиваю, я запрашивала в Минфине информацию, они мне дали за последние несколько лет около 10 миллионов. Тогда он сказал, но эта помощь приходит не только через правительство, да, напрямую на правительство, эта помощь также приходит через немецкие фонды, такие как GIZ, фонд Ханса Зайделя, фонд Фридриха Эберта, фонд Конрада Аденаура и другие немецкие фонды, которые осуществляют деятельность в Кыргызстане. И вы знаете, да, и вы видите, да, какая здесь получается разница. Это я хотела бы вам сказать в качестве примера. И в этой связи я хотела бы дать рекомендацию нашим дипломатическим представительствам, которые находятся в развитых странах, проводить мониторинг, когда развитые страны обсуждают бюджеты в парламенте, да, мониторить, сколько они собираются направлять на такие развивающиеся страны, как Кыргызстан. Если бы эта информация была бы известна заранее, то, мне кажется, и правительство Кыргызстана, они могли бы заранее договариваться по поводу внешней помощи Кыргызстану. Так, еще по поводу международных организаций. Я здесь в качестве примера
Хочу дать информацию по помощи, по деятельности ПРООНа в Кыргызстане на климатические действия. Например, в прошлом году бюджет ПРООНа составил более 26 миллионов долларов США, да, вот здесь в нижнем слайде видите. Из них около 20 миллионов долларов были потрачены. Всего было 28 проектов и 25 доноров. Уважаемые коллеги, на канале eTalks.kg в YouTube я давала информацию по всем структурам и спецучреждениям ООН помощи Кыргызстану. И я тогда давала данные сайта ОСР, Организации экономического сотрудничества и развития. И вот на этом сайте помощь UNDP Кыргызстану указывалась ежегодно примерно около 1,5 миллиона долларов США. И я хотела бы сказать, что это чистая помощь структуры спецучреждений ООН, чистая помощь. Например, из этого бюджета 26 миллионов долларов США, где-то полтора миллиона – это чистая помощь, в смысле чистые деньги от самой организации ПРООНа. Так, и давайте посмотрим, здесь я сделала фильтр на 22 год, да, страна Кыргызстан, и на климатические действия, сколько было привлечено денег в прошлом году, в 2022. Всего бюджет составил около 4 миллионов 330 тысяч долларов США. Из них были потрачены 2 миллиона 720 тысяч долларов США. И вот внизу можете посмотреть на климатические действия, да, с 2016 по 2022 год, за 7 лет, бюджет ПРООНа на климатические действия составлял около 72 миллионов долларов США, и они потратили на климатические действия за 7 лет, получается, около 45 миллионов долларов США. Уважаемые коллеги, если вас интересует тоже какая-нибудь информация по внешней помощи, не только по нашим странам, может быть, и еще и по другим странам, пожалуйста, оставляйте комментарии в комментариях и в YouTube, и в социальных сетях. Всем спасибо.